казахская нация начала формироваться в начале 13 века. Вот если вы знаете историю... Друзья мне прислали очень интересное видео по истории Казахстана. Его автор – человек, который рассуждает как историк и поднимает тему, о которой редко говорят открыто. Здесь речь идет о казахских племенах, Золотой Орде и самом начале формирования казахского этноса. По словам автора, в этом видео звучит вся правда о том, когда и как начали формироваться казахи как народ. Давайте посмотрим вместе, а я по ходу буду останавливаться и давать свои комментарии с исторической и научной точки зрения. 65 год, образование казахского ханства, ничего подобного. Но вообще это же исторический факт. Ничего, это не исторический факт. Казахская нация начала формироваться в начале 13 века. Вот здесь сразу важный момент. В академической истории действительно различают несколько этапов. Формирование племенной основы, этническую консолидацию и уже потом политическое оформление в виде ханства. Многие путают дату образования казахского ханства и начало этногенеза. А это две разные вещи. И то, что автор говорит про начало 13 века, это позиция, которую сегодня поддерживают многие исследователи, особенно в контексте улуса Джучи. Если вы знаете историю, то здесь в Улутау, я как раз ездил недавно, посещал мавзолей Жоши хана, там собрались племена вокруг Жоши хана. Улутау – это не просто географическая точка. Это политический и сакральный центр степи 13 века. Именно здесь формируется ядро улуса Джучи, будущей Золотой Орды. Важно понимать, вокруг Джоши хана собирались местные племена Дэшты-Кыпчака, а не какие-то абстрактные завоеватели. И именно эти племена позже станут основой казахских родов. А дальше автор делает заявление, которое вызывает больше всего споров. Давайте внимательно. Потом, правда, после его смерти, потом там уже Баты возглавил это войско. И вот все эти племена, которые формировали вот этот корпус, да, армию Батыхана, это как раз и были казахские племена. Здесь нужно говорить аккуратно, но честно. В 13 веке слово «казах» в современном значении еще не существовало. Но существовали племена-предки, которые позже войдут в состав казахского этноса. Кыпчаки, найманы, киреи, канраты и другие. Поэтому корректнее говорить племена, которые стали основой будущих казахов. И в этом смысле связь с Золотой Ордой не миф, а историческая реальность. И сейчас он затрагивает еще один важный момент про жузы. Понимаете, здесь они накопились, и отсюда потом пошли на вот этот великий западный поход, когда они покорили Русь, там татаров, Европу покорили. И все это были племена казахов, понимаете? Они потом... Это были племена? Нет, там четко прям расписано все вот эти вот племена, которые стали вот... Почему мы говорим, что казахи наследники Золотой Орды? Потому что все вот эти племена, которые сформировали костяк Золотой Орды, вот эти вот, это как раз и есть казахские племена. Вы говорите про наши жузы, ру, да? Нет, тогда еще не было жуза. Это абсолютно верно. Жузы – это более поздняя форма социально-территориальной организации примерно 15-16 века. В 13 веке мы видим объединение родов вокруг политической власти, а не деление на жузы. Именно этот процесс, объединение, военная и политическая общность, и есть начальный этап формирования этноса. Другое. Тогда было просто объединение родов, понимаете? Ага. Рода сформировались вокруг вот этого правителя, и вот эта армия потом пошла в Великий Запад. Это как раз и было начало формирования казахского этноса. Запоминайте, это начало 13 века. То есть мы не в 15 веке, а начало 13 века. Это 1200-е годы. Это 1200, там, 30-е, 20-е, я там точно не могу сказать. Вот начало формирования казахского этноса. Подводя итог, история казахского народа намного глубже и сложнее, чем просто дата образования ханства. Начало 13 века, улус Джучи, Золотая Орда – это не чужая история. Это часть нашего этногенеза. И чем честнее и глубже мы будем в этом разбираться, тем сильнее будет наше понимание собственной идентичности. Если вам важна история без упрощений и мифов, напишите об этом в комментариях. Такие темы нужно обсуждать.